Добрый вечер. Это «Прямая линия» с исполняющим обязанности главы Республики Саха-Якутия Айсеном Сергеевичем Николаевым. В студии работаем я, Олег Марков, и Анна Ярыгина. Здравствуйте. Сегодня специальную программу для вас подготовили национальная вещательная компания «Саха», а также якутский филиал Всероссийской государственной телерадиокомпании ГТРК «Саха». Айсен Сергеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Разрешите в начале эфира представить, как будет работать сегодняшняя наша программа. У нас уже поступают звонки от наших радиослушателей и телезрителей по многоканальному телефону 320111. В этом нам поможет наш колл-центр, где работает наша коллега Ларина Сукуева. Ларина, привет, как нас слышно? Добрый вечер, Айсен Сергеевич. Добрый вечер, коллеги. Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня также мы планируем и прямые включения из Амги, Алдана, Нерюнга. И таким образом мы расширим географию нашей прямой линии. Ну и сейчас наши коллеги, наши корреспонденты на связи. Это Руслан Павлов, Оксана Устинова и Сергей Козюра. Приветствуем коллег. Сегодня нашу программу в прямом эфире можно увидеть на телеканалах НВК «Саха», «Мамонт», «Якутия-24», «Россия-24». Также услышать на радиостанциях «Радио Тетим» и «Радио Россия». Также многие следят за нашим эфиром и в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, YouTube, а также на портале ekt.ru. Отмечу, что и в социальных сетях вы можете задавать свои вопросы. Сегодня мы будем говорить о развитии Якутии, о ее будущем и о задачах, которые стоят на следующие годы. Вопрос руководителю региона может задать каждый. Напомню, для этого достаточно позвонить по телефону 320111 и оставить ваш вопрос. Некоторые из них, самые интересные, наверняка попадут в эфир. Итак, начнем. Начнем. Айсен Сергеевич, еще раз здравствуйте. Добрый вечер. Айсен Сергеевич, вы почти 100 дней временно исполняете обязанности главы Якутии. За этот, казалось бы, небольшой период времени успели побывать во многих улусах. Как считаете, готова ли Якутия сегодня справиться с решением новых стратегических задач по прорывному развитию нашей страны, которую поставил Владимир Путин? Еще раз добрый вечер. Я за это время объездил, на самом деле, большинство наших районов. Если не ошибаюсь, 25. Вот сейчас опять буду ехать, завтра полечу в Ленск, Мирный, потом Алекминск, Верхневилюйск, Вилюйск. И, конечно же, это необходимо для того, чтобы мы совместно с нашими главами районов, с населением районов, так, поговорили о социально-экономическом развитии нашей республики на будущий период. Вопрос крайне важный и крайне нужный. Сегодня президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным в его майском указе за номером 10.4 поставлены задачи прорывного развития нашей страны. Мы понимаем, что вот эти огромные программы по 12 направлениям, они коренным образом, в случае их полной реализации, поменяют темпы развития страны, повысят качество жизни людей. И, конечно же, Якутия не должна стоять в стороне от этих процессов. Мы должны включаться. И я недаром об этом много раз уже говорил, что Якутия должна стать лидером. Не просто Дальний Восток, но одним из лидеров экономического развития нашей страны. И с этой точки зрения необходимо будет сосредоточиться на ряде очень серьезных, важных направлений. Это и снос аварийного жилья, которого у нас в республике, к сожалению, больше всех в России. У нас сегодня официально признано аварийным порядка 1 200 000 квадратных метров жилья. Огромная цифра. Это, конечно же, строительство дорог, потому что везде люди говорят о плохом состоянии дорог, об их отсутствии подчас. Так. Даже взять наши федеральные дороги, мы должны их приводить в соответствие. Большая работа нас ждет в части реализации комплексных планов по модернизации здравоохранения и образования. Такие важнейшие для нашей республики объекты, важные для каждого человека, такие как онкологический диспансер, кардиологический диспансер, должны быть построены в ближайшие годы. Ведь если мы не будем такую систему создавать серьезных медицинских наших центров, то говорить о повышении продолжительности жизни до среднероссийской нам, к сожалению, не придется. Так, мы должны достичь этого к 2024 году. Это вопрос крайне важный, крайне необходимый. И я уверен, что все вместе, объединившись, мы в Якутии в целом сможем справиться с теми задачами, которые ставит перед нами наш президент. Айсен Сергеевич, вы недавно встречались с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Как прошла встреча и какие темы были затронуты?
Встреча с Владимиром Владимировичем прошла очень доброжелательно. Владимир Владимирович достаточно долго расспрашивал меня о состоянии дел в республике. Вот на камеру, конечно, только один вопрос попал, так, который на самом деле очень важен для нас. Это связан с новыми образовательными учреждениями. Так. Но кроме этого он расспросил о состоянии республики после чрезвычайной ситуации. Мы обсудили вопросы вообще глобального потепления и его влияния, вот, в частности, на Колымский наш регион, который, к сожалению, каждый год уже сейчас затапливает. Были обсуждены, конечно, такие важнейшие для нашего региона вопросы, как вопросы транспортной инфраструктуры, вопрос моста через Лену, вопросы строительства дальнейшего автомобильной дороги Вилюй, которая должна выйти уже через некоторое время на Иркутскую область. Конечно же, мы обсудили и такие, вроде бы, казалось бы, немножко далекие от нас вопросы, но я считаю, что они очень важны и для Якутии, и для России, такие как, например, 400-летний юбилей, когда будем отвечать в 2032 году, 400 лет вхождения Якутии в состав российского государства и основания города Якутска. Поэтому достаточно много вопросов было обсуждено. И самое главное, что президент по всем этим вопросам дал очень конкретные, серьезные поручения, которые сегодня уже рядом федеральных министерств уже выполняются. Администрация президента Российской Федерации уже выполняется. Да? Постоянно, вот каждый день практически на меня выходят те или иные руководители именно как раз в части выполнения тех поручений, которые они получили от президента нашей страны. Вот как раз более подробно хотелось бы об этом поговорить. Удалось ли достичь каких-то результатов в работе с федеральными властями? И на что Якутии сегодня можно рассчитывать в контексте этого вопроса? Конечно же, работа с федеральными властями нам крайне важна. Нам надо ее поднимать на новый высокий уровень. И с этой точки зрения, вот те встречи, которые были проведены в июне, в июле месяце, вот в августе месяце, они уже дают свои результаты. В том числе встреча вот с Силуаном Антоном Германовичем, первым вице-премьером, с многими министрами Российской Федерации. Буквально вот на этой неделе, в понедельник, я был в Кемерово на комиссии по топливно-энергетическому комплексу при президенте, где тоже ряд встреч у нас состоялся с министрами, в том числе вот с Дитрихом, министром транспорта, с вице-премьером Акимовым, который сейчас курирует транспортную инфраструктуру. Я считаю, что сегодня федеральный центр, конечно же, очень много делает для Якутии, и благодаря тем решениям, которые вот сейчас, даже в этот период приняты, мы, например, получили 587 миллионов рублей на ликвидацию последствий паводка. Это впервые в истории, когда мы деньги получили так рано. Раньше, к сожалению, все-таки деньги получали уже ближе там, к Новому году, к концу осени. Так, а сейчас люди на местах благодарят. Я получаю достаточно большое количество откликов от тех людей, которые реально пострадали после паводка, и которые сегодня благодарят и правительство Якутии, и правительство Российской Федерации за своевременную оказанную помощь. Это, я считаю, очень важно. В любом случае, еще раз хочу повторить, что мы с федеральным центром будем и дальше очень конструктивно работать для решения наших общих вопросов. Александр Сергеевич, это был как раз ваш первый указ, касающийся социально-экономической ситуации, который был на ликвидацию последствий разрушительного паводка. Вы сказали, откуда вы извлекли средства. Сегодня довольны ли результатами указа? Вы знаете, конечно же, ситуация у нас по паводку была очень тяжелая. Такого наводнения в нашей республике не было последние лет 18, наверное. Так? Получилось так, что в конечном итоге у нас 63 населенных пункта пострадало от этого паводка. Огромное количество жителей попало в зону затопления. Так? Много домов было, практически пришло в негодность. И вот благодаря решениям правительства Якутии, первое во исполнении указа, в первые же недели было направлено порядка 400 с лишним миллионов рублей из республиканского бюджета на решение тех или иных задач, в том числе на материальную помощь людям, на восстановление разрушенных дорог, социальных объектов. Сейчас вот подошли деньги из федерального бюджета. Более того, хочу сказать, что и сегодня мы ведем работу с федеральным центром, с рядом министерств по выделению дополнительной помощи, по восстановлению дорог, по выделению жилищных сертификатов. И здесь у нас тоже есть серьезные продвижки. Практически все проекты постановления правительства России уже подготовлены. Сейчас они уже находятся на согласовании в аппарате правительства Российской Федерации. Сегодня восстановление, на мой взгляд, идет достаточно нормально. У нас самое главное, что все стройматериалы доставлены. В особенности мы беспокоились за Колымскую группу районов.
была привлечена в том числе и вертолетная техника для доставки тех или иных материалов. И сегодня у нас порядка 99% стройматериалов уже находится на месте. По восстановлению многоквартирных домов хочу сказать, что сегодня, ну не то что опоздание, мы в принципе так и понимали, что колымские районы из-за их сложной транспортной логистики все-таки будут ремонтироваться позже, после поставки стройматериалов. И вот только по Среднеколымскому и по Среднеколымскому и Верхнеколымскому районам у нас есть определенные, ну, скажем так, порядка 50-60% домов отремонтировано. Во всех остальных практически ремонт уже завершен квартирных домов или находится на завершающей стадии. Дороги восстановлены, восстановлены также практически все социальные объекты, которые пострадали. Так, уверен, что мы вот окончательно все эти работы закончим, так и люди смогут войти уже, скажем так, в зиму подготовленными. К сожалению, конечно, но при этом у нас есть ряд таких серьезных глобальных вопросов, в том числе, вот я уже об этом сказал, мы все-таки видим, что по колымской группе улусов у нас наводнение, оно у нас продолжается практически все лето, вот в частности по Алазее. Буквально вот Аргахтах от воды освободились придомовые территории буквально вот недели 2 назад только. Так, когда у нас уже практически там все с начала уже отопительного сезона. И это говорит о том, что все-таки есть там системные какие-то изменения в целом климата, а оно так и есть, потому что мы же много говорим о глобальном потеплении, оно в среднем вот в мире температура за 100 лет повысилась где-то на градус, на 2 градуса, так? А вот в районе Берингового пролива, в районе Чукотки, вот Колымы средняя температура выросла практически на 6 градусов. И вот как раз вот это растепление вечной мерзлоты, судя по всему, начинает давать свои очень такие вот, последствия не очень хорошие для нас. И мы будем, конечно, проводить и научные исследования в этом вопросе, и потом вместе с правительством, вместе с администрациями наших районов надо будет принимать серьезные решения. Айсен Сергеевич, когда вас назначили временно исполняющим обязанности главы Якутии, вы узнали, что в бюджете не хватает огромной суммы, а именно 15 миллиардов рублей. Отразилась ли и отразится ли нехватка этих денег на выплатах заработной платы бюджетникам и социальных пособий? Вот как сегодня решается этот вопрос? Конечно, это один из самых сложных вопросов, с которыми сталкивается сегодня правительство нашей республики. Практически вот эта сумма складывалась из нескольких составляющих, в том числе нехватка средств на субсидию для организации коммунального комплекса, почти 10 миллиардов, а остальные средства это был тот или иной недостаток на заработную плату. Сегодня хочу сказать, что правительством уже самостоятельно принято решение по перераспределению наших внутренних резервов, изыскано порядка 2,5 миллиардов рублей на решение тех или иных задач первоочередных, в том числе в первую очередь вот как раз по повышению заработной платы. Очень большую помощь оказала республике акционерная компания «Алроса» и правительство Российской Федерации, утвердив новую схему выплаты дивидендов. Мы, если раньше дивиденды получали 1 раз в год, то с этого года «Алроса» переходит на выплату дивидендов раз в полгода. Вот эта система как раз вот этим летом была с нами всеми согласована и принята. В результате этого Якутия, и наши улусы, которые являются акционерами компании «Алроса», получили в этом году уникальный шанс, когда мы получим как бы полуторагодовые дивиденды. То есть мы дивиденды за 2017 год республика уже получила, а сейчас мы еще получим в конце года республика дивиденды за первую половину 2018 года. В результате этого мы, по нашим подсчетам, порядка 10 миллиардов сможем привлечь дополнительных таких доходов, и тем более, что и исполнение налоговой части все-таки идет у нас пока неплохо. Так, с определенным превышением тех показателей, которые были заложены в бюджете 2018 года. Поэтому оптимизм у нас есть. Конечно, денег все равно не хватает. Порядка 3 миллиардов рублей вот мы сейчас оцениваем, 3-4 миллиарда. Вот нехватка тех средств, которые нам необходимы для абсолютно такого нормального выхода из ситуации. Но уверен, что до конца года мы с этой задачей совместно с нашими районами, совместно с нашими крупными предприятиями все-таки справимся. Спасибо, Айсен Сергеевич. Я знаю, что поступает очень много телефонных звонков от наших телезрителей и радиослушателей. Давайте дадим слово нашей коллеге Ларине Сукуевой. Ларина.
Еще раз добрый вечер. Да, действительно, уже с начала нашего эфира в Центр приема звонков поступило множество вопросов к Айсену Сергеевичу. Конечно, многие темы повторяются из года в год. Это здравоохранение, образование, пенсии, зарплата. Но есть среди них и острые темы, характерные для этого года. Еще одной проблемой, судя по поступающим звонкам, является вопрос по оптимизации. Я предлагаю начать именно с этого вопроса и ответить на телефонный звонок. У нас сейчас на линии Николай Лукич Никифоров. Николай Лукич, добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер, уважаемый Арсений Сергеевич, директор Солодинской средней общеобразовательной школы имени Кангаласского вуза. Пользуясь случаем, хочу поздравить вас и всех египтян с Днем знаний 1 сентября. У меня вопрос такого характера. Этим летом мы получили рекомендательное письмо от Центра стратегических исследований об реорганизации от среднего общеобразовательного учреждения в неполное общеобразовательное учреждение. Этот вопрос беспокоит не только нас, но и все сельские школы республики. Будут ли реорганизованы школы? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я тоже присоединяюсь к вашим поздравлениям в адрес всех сегодня с прекрасным праздником, с Днем 1 сентября. Конечно, День знаний – это очень важный праздник и для учеников, и для учителей, и для родителей. Вот по части оптимизации. На самом деле, к сожалению, оптимизацию зачастую люди, в том числе и руководители наши некоторые, понимают только исключительно как сокращение штатов. Вообще это глубочайшее заблуждение, которое есть у нас в республике. Оптимизация – это более эффективное использование тех средств, которые у нас есть. В том числе, в первую очередь, конечно же, бюджетных средств. И с этой точки зрения рекомендации Центра стратегических исследований – это, в первую очередь, еще раз говорю, это просто рекомендация. Центр стратегических исследований выдал свою версию решения этой проблемы. Так? Многие с этим не согласны. Я тоже, кстати говоря, не поддерживаю в части того, что нужно кардинально там сокращать количество малокомплектных школ, учреждений культуры, больниц и так далее. Так, это на самом деле неверно. Но другой вопрос, что мы, конечно же, должны работать над сокращением управленческого аппарата, над оптимизацией структуры тех или иных наших бюджетных учреждений. Возьмем даже город Якутск, например. Сейчас я сегодня был на открытии дополнительных классов в 203-м микрорайоне, 33-й школы. Через некоторое время у нас в 203-м будут 2 школы. Так, они когда-то введется в этом году, в следующем году начнется строительство новой еще одной школы, так, и у нас там будет 3 детских сада. И почему на каждой из этих, например, детских садов должен быть отдельный руководитель, отдельный заместитель руководителя, отдельные завхозы и так далее, когда они все стоят просто в доступности минутной. Конечно же, надо создавать сейчас уже такие так называемые территориальные образовательные кластеры. По этому пути идут очень многие регионы, в том числе такие достаточно продвинутые, скажем так, как Москва, Татарстан, и у них просто блестящие результаты. Улучшается качество управления, снижаются затраты, и эти как раз затраты эти учреждения потом уже получают в виде повышения той же заработной платы. А мы, к сожалению, на некоторые бюджетные учреждения смотрим именно как на, на занятость населения. Так не должно быть. Мы должны в том же образовании, мы, конечно, всегда должны помнить, содержать те или иные школы, что школа создана не для того, чтобы обеспечивать людей работой. Она создана для того, чтобы наши дети получали качественное, современное образование, конкурентоспособное образование. И с этой точки зрения, конечно, мы будем и дальше в рамках развития образования делать все для того, чтобы, например, развивалось дистанционное образование. Оно же очень важно, чтобы ребенок, сидя, например, в том же какой-нибудь из деревень Мегано-Кангаласского района, мог дистанционно получать лекции от ведущих ученых Якутии, нашей страны, а может быть и мира. Так? И уверен, что такие подходы, когда разговариваешь с людьми, все люди поддерживают. И, конечно же, еще раз хочу сказать, что оптимизация – это никоим образом не просто тупое, сокращение штатных единиц. Это гораздо более серьезный и важный вопрос, над которым, конечно, руководители должны работать каждодневно, ежедневно, экономя и более эффективно используя бюджетные средства. Спасибо, Айсен Сергеевич. Как мы анонсировали в начале программы, у нас есть еще и видеовопросы из разных уголков нашей республики. Давайте сейчас посмотрим видеовопрос из Оленька. Ütükeğinden Aysen Sergeyevich. Min ölen oluğun teritalaqtağay Gorov Anatoly Prokofyevich bir вопрос taqın. Bihi uluska
Satruka minen Vihamunaga Sirbayan Kostawan sa koloniga. Alaro sa kampanya nagata sibilang suruk bugun nalge ilibatan na. Eleanolohun jona ederichata nang kaçıllıta barıntan yürevit. Olarari bihaka bir sana bar ol bihege tavahattar bıt buçuttar bıt olaqtargar oqsulaq bolu dojen bu prostaq bıt. Bu pro Арсений Сергеевич тоқчи саныгыны. Петин ейн мақтал. Спасибо. Вопрос, который Анатолий Прокопьевич задал, он, конечно, очень важный. Он касается того процесса, который сейчас идет в Оленёкском районе. Там компания «Алроса» буквально в ближайшее время начнет промышленную разработку верхнемунского месторождения алмазоносного. И Анатолий Прокопьевич спрашивает, как это отразится на судьбе вот тех же охотников, оленеводов, которые в тех местах работают, и не принесет ли это большой какой-то ущерб невосполнимый. Вопрос абсолютно оправдан, потому что, к сожалению, вот я хочу сказать, что мы от природы очень много берем, так и, к сожалению, очень мало отдаем обратно. И в результате вот того достаточно большого негативного урона нашей природе, который был нанесен в предыдущие десятилетия, у людей сейчас, конечно, есть очень серьезные вот такие, знаете, отторжения даже, скажем так, вот различных промышленных проектов на территории нашей республики. И, к сожалению, они неоправданных опасений, так, но все равно это люди как бы, ну, очень близко к сердцу воспринимают. И отсутствие разъяснительной работы, отсутствие каких-то конкретных решений в этом вопросе, конечно, людей нервирует, людей пугает. По Оленёкскому району ситуация совсем, на мой взгляд, хорошая. Вот, в отличие от других мест. Во-первых, на прошлой неделе подписано соглашение между Оленёкским районом и компанией «Алроса». Компания «Алроса» каждый год будет выделять по 100 миллионов рублей на решение социальных задач в Оленёкском районе. Именно в рамках реализации вот, программы по освоению верхнемунского месторождения алмазоносного. Далее в этом же соглашении подчеркивается, что компания будет привлекать местное население, предварительно их переобучая или обучая молодежь, например, тем или иным специальностям, которые востребованы на данном объекте. Объект очень большой, там будут работать 1000 людей. Уверен, что вот такое правильное, грамотное отношение к нуждам людей, их разъяснение той или иной ситуации, необходимости тех или иных проектов, оно должно стать в будущем в нашей республике нормой. И уверен, что тогда вот таких, знаете, вот острых дебатов, как недавно, например, по созданию здесь якутского газохимического завода, да, у нас больше не повторится. Вот. И я уверен, что мы сделаем все для того, чтобы наша природа сохранялась, а любые промышленные проекты, которые на территории республики будут реализовываться, они должны обязательно проходить очень серьезную и экологическую, и этнологическую экспертизу, и потом это все должно, безусловно, соблюдаться самым строжайшим образом. Спасибо, Арсений Сергеевич. Но я напоминаю нашим телезрителям и нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. И свой вопрос вы можете задать по телефону 320111, а также через социальные сети. Ну а сейчас предлагаю дать слово колл-центру. Ларина. Спасибо. Мы продолжаем принимать ваши телефоны и звонки. Наш многоканальный телефон буквально разрывается. Очень много желающих задать свой вопрос Айсену Николаеву. Давайте примем телефонный звонок на прямой линии с нашей студии из Хандаги Денис Викторович Шаров. Денис Викторович, добрый вечер. Мы вас внимательно слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Шаров Денис Викторович. Я работаю в Якутском ресурсе. У меня такой вопрос. То есть в нашем Тамбовском районе очень много проблемных объектов ЖКХ, из-за которых, в принципе, происходит аварии. Я имею в виду именно котельных. То есть они очень большого износа, и сейчас, в общем-то, проблемная ситуация в чем? То есть мы не знаем, перезимуем ли мы следующую зиму или нет. То есть и вопрос, как это звучит в таком плане, что будут ли строиться новые котельные в ближайшее время, то есть, и когда это вообще планируется? Спасибо, Денис Викторович.
Тампонский район, конечно же, один из тех районов, в котором состояние ЖКХ вызывало достаточно много нареканий у населения. Вообще, если говорить о подготовке к отопительному сезону, а он у нас уже в арктических районах начался, то в целом я оцениваю ее достаточно как стабильную, хорошую. У нас провальных таких моментов нет нигде. В некоторых районах арктических, еще раз говорю, повторюсь, уже отопительный сезон полностью начался. Буквально через несколько дней он начнется по всей республике у нас. Завоз у нас прошел нормально. Единственная, конечно, серьезная проблема у нас сегодня по реке Яна. Опять же, традиционная уже проблема последних лет, когда Яна практически перестает уже у нас на наших глазах быть судоходной из-за постоянного обмеления. Так? И мы, наверное, опять будем вынуждены оставлять грузы на депонацию уже в Нижнеянске, а оттуда уже потом по зимникам оттуда уже забирать в том числе и уголь. Так? Еще раз говорю, вопрос, конечно, очень такой непростой, серьезный, но в рамках уже последних лет у нас повторяется год из года, поэтому, в принципе, мы готовы действовать в этой ситуации. Что касается Хандыги. Я там был недавно, так, конечно, та котельная, она называется, по-моему, Аюгре, так, большая котельная, она, конечно же, устарела. Так, это котельная ведомственная экспедиция геолого-разведочная. Так, и сейчас она, конечно, находится далеко не в лучшем состоянии. Она практически аварийная. И как раз люди много жаловались, что по прошлой зиме, что было много остановок. Возникали ситуации такие, критические, можно сказать, даже. Сейчас новая котельная строится. Там сметная ее стоимость порядка 150 миллионов рублей. Работы, по крайней мере, когда я там был, они велись достаточно в хорошем темпе. Оборудование закуплено, должно быть доставлено уже на место. И срок окончания работ, как мне тогда доложили, это к 1 ноября объект должен быть запущен. Пока объект будет запускаться, пока старая котельная поработает, ее там, в принципе, запустить можно, работать она будет. А потом уже после подключения новой котельной старая будет закрыта. Еще если говорить по Тампонскому району, у нас там сейчас строится котельная в Тополино. Тоже такое, знаете, знаковое место, центр оленеводства Тампонского района. И котельная там была тоже в очень плохом состоянии. Работы там ведутся, и срок окончания работ такой же. 1 ноября мы должны ее уже закончить и ввести в строй. Поэтому я думаю, что таких проблем, как сейчас Денис Викторович озвучил по прошлым годам, в Хандыге и вообще в Тампонском районе у нас больше не будет. Спасибо, Айсен Сергеевич. А я напоминаю нашим телезрителям, что вы можете позвонить на наш многоканальный телефон и задать свой вопрос Айсену Сергеевичу Николаеву. Номер телефона, а также адреса наших социальных сетей вы сможете увидеть на экранах своих телевизоров. Коллеги? Спасибо, Ларина. Сейчас мы выходим на прямую связь с Амгинским районом. Там работает наш корреспондент Оксана Устинова. Оксана, добрый вечер. Вам слово. Өтөкеһенен биги аммалуһун амманехлигер келен турабыт билдерин курдук бусас улуска улахан алжатылах албах ырахаттара тахарбыт улахан калан келен аспыта этүтүмүгер үгүс кем сагалабыта. Оны Айсен Сергеевичен регион баһалыгын эбәһенеһен толрачы быһытынан бир бастакынан калан солулун торутарга улахан болгомтор улуктагын белитен тураган. Билен турар халан тыга хайстыва тыгырыме кекке мехеддери өскетте. Ануха 2 янра тыгырыме нетен тураган. Төһөдө кыһалга мехеддери өскәбиттерин үрдүнен сүйүхү кыстыгар этеңге туруктаакты күктөнөктак биттен. Онтон дойду атын регионнарыттан эбияхылыгы атылахар үряктен тыяктак биттен. Ануха амма улуһун тыга хайстыватынан жыртыначылара сүйүхү халыгын качыстыватын тупсарыга регионга тихиктах мере идденерин белетилдер. Отон билген минатты бар бу чакыр нехлеген кескил хайстываттан эрсыларга никсыттабыт фирма старшая Амгарита Ивановна Кириллина кален турар. Кини бүгүнгү бу эфирге ме хайстываттан ыйтыты билемнәте. Онон кенестиян. Үтө киһәднен Беги кескил хайстываттан ыйтылакпыт. Быйыл өлгөмүнүләк сайнаста беги кыстыкка кирер элбак сүйөне кыстатар опутун булуннубут. Итенне хайстывабытын кеңетияқпытын багарабыт. Онно условия бар. Эһи саңа хотон тутутун сагалыакпыт. Онно өйөбүл көрүлүө дуа. Амгарита Ивановна итинихин мактанабын. Оттон бу ити хайдак салалларын кахайства үлһеттер бары долгой күтелдер. Анан Айсен Сергеевич эн хорыгын истебит.
Спасибо за вопрос. Вопрос касается развития сельского хозяйства в Амгинском улусе. В частности, вот по СХПК «Кескиль» вопрос в том, что на самом деле сенокос в этом году хороший в Амгинском улусе. Хотят дальше развиваться, увеличивать количество поголовья крупного рогатого скота. Ну и, конечно, нужны производственные помещения, нужен коровник. Так? И вот руководитель как раз попросила рассказать о тех возможностях, которые сегодня у нас в этом вопросе есть. Хочу сказать, что у нас в рамках нашей государственной программы развития сельского хозяйства строительство коровников будет продолжаться. Сейчас этот проект у нас более-менее уже такие хорошие черты приобрел. По двум направлениям строятся коровники. Первое — это по линии через, скажем так, тот проект, который есть у ФПК Туймада. Это крупные коровники. Мы оптимальным считаем на 120 голов. Вот. И уже фермеры частные, например, они уже строят по своим самостоятельным проектам в рамках реализации развития. Сначала начинающие фермеры были, молодые фермеры, семьи, сейчас уже как более ставшие на ноги, уже как семейное, скажем так, фермерство. Что касается крупных коровников, Кескиль хозяйство крупное, то здесь хочу сказать, что должен быть сделан проект, заказан. Этот проект должен пройти проектно-сметную документацию, иметь уже, пройти экспертизу. Должен быть отвод земли для строительства данного коровника. И после этого те, кто хотят получить средства на строительство коровника, они уже участвуют в конкурсе, который проводит наше Министерство сельского хозяйства. И в случае подготовки таких документов, подачи их, конечно же, мы будем рассматривать. И на следующий год ряд таких коровников по многим районам он будет строиться. Спасибо, Айсен Сергеевич. Аммаларгона беги корреспондент Роксанага и Тыгытиген Махтал. Мы продолжаем эфир. Мы продолжаем эфир. Напоминаем, что наша программа выходит в День знаний. В связи с этим мы подготовили небольшой сюжет о школах. Давайте его посмотрим. Третий сын Евгении Павловой в этом году впервые сядет за парту. Ждут события с нетерпением. Хотя всего 3 года назад, когда в первый класс сюда же, в 25-ю школу пошел старший сын, радости было в разы меньше. Условия были очень ужасные. Очень было холодно, дети мерзли. Было вообще неудобно. На физкультурный зал шли, полы были гнилые, сплошные. Ветер поддувал прямо с окон, он вообще сильно дул. В 2016-м школа наконец переехала. Администрация города выкупила и приспособила здание старой конторы Сахагипрозема. Сейчас в ней учатся 800 детей. Район застраивается, спрос увеличивается. Новая школа обеспечит всех учебными местами. Больше внимания будем уделять также и техническому направлению в рамках и WorkSkills, Junior Skills. То есть наши дети по линии профориентации больше будет уделено внимание. 6500 квадратных метров, полноценные учебные кабинеты, 2 спортзала и новое оборудование. Все это уже в декабре передадут в ведение учреждения. В это же время новоселье отметят еще 3 столичные школы – номер 6, 35 и АЕК Гагата. Сейчас 6-я школа обучается в половинке здания детского сада. Вот нового объекта. Мы будем рассматривать вопрос по изменению статуса из основной школы в общеобразовательную школу. По АИК Гагата здесь тоже. Сейчас они располагаются на 2-м этаже здания Дворца детства. А в Покровске нового здания школы номер 3 ждали 35 лет. В конце 2016 года была забита первая свая. Новоселье ждут и родители, и сами ученики. Представляю, что новая школа – это как храм науки. Она огромная, просторная, светлая. И нашим детям там будет очень комфортно и уютно. Меня радует то, что мы будем учиться, вся школа будет учиться в первую смену. Затем у нас будет большой обширный спортзал. Я надеюсь, что наша школа будет огромная, просторная, светлая, будут светлые кабинеты. Новые школы должны решить вопрос перехода на односменное обучение. Самое главное, они обеспечат комфортными условиями обучения более 2000 детей. Саргалана Захарова, Виолетта Засимова, Джилус Иннокентьев, Якутск, Покровск. Что ж, спасибо коллегам за видеосюжет. Айсен Сергеевич, все понимают, что школ в республике не хватает. И особенно остро этот вопрос стоит в Якутске, несмотря на то, что строительство школ здесь все-таки ведется. Как будем решать этот вопрос? Каким образом будем создавать дополнительные учебные места? Будучи главой города, я часто достаточно говорил о том, что, на мой взгляд, самой острой проблемой
города Якутска вот, на ближайшие годы будет являться именно проблема переполненности наших школ. Я от этого мнения нисколько не отошел. Сегодня с каждым годом в школах города Якутска обучается все больше и больше детей. Всего лишь вот пару лет назад у нас в первый класс ходило 4800 детей приходило. В прошлом году впервые в истории у нас количество детей превысило 5000. Так? В этом году 5500 детей пришло в школу города Якутска. И еще раз хочу повториться, вот эта тенденция увеличения количества детей и их сохранения вот на таком высоком уровне, она будет в ближайшие годы точно сохраняться. Никаких оснований говорить о том, что вот сейчас у нас из-за демографического кризиса, который в целом в стране есть, так, и у нас в республике наблюдается, и из-за этого у нас в Якутске тоже вот будет количество детей уменьшаться, нету. В Якутске количество детей будет на высоком уровне в ближайшие многие годы. И, конечно же, это прекрасно. Это говорит о том, что у города есть потенциал, у города есть будущее, но это будущее надо обеспечивать, конечно же, местами в школах. Когда в классах сидит по 43, по 45 детей, да, говорить о высоком качестве образования, к сожалению, можно так, но это достигается просто титаническими, героическими усилиями наших педагогов. И эта задача обязательно должна быть решена нами, желательно быстрее. В этом году администрация города Якутска, городская дума приняли ряд очень хороших решений, благодаря которым вот сейчас открываются дополнительные помещения. Например, вот сегодня открыто в 203-м микрорайоне дополнительные классы, где будут обучаться порядка 240 детей, так, для 33-й школы. Сейчас практически заканчивается ремонт вот старого здания Минфина, где раньше располагался лицей Алексеевой. Потом, помните, была ситуация аварийная с местом, где сидело учреждение здравоохранения в этом здании, и поэтому оно было закрыто несколько лет. Сейчас, опять же, оно восстановлено, практически в скором времени уже откроется. Еще дополнительные помещения приобретены в Сайсарах, так, для 20-й школы. И вот эти решения уже позволяют сегодня, на мой взгляд, около 1000 детей уже дополнительных новых учебных мест появится. То решение, проблема, о котором я докладывал президенту нашей страны, касается выкупа не нового строительства, которое на самом деле, конечно, надо вести, но оно будет долгим. Оно касается выкупа тех зданий, которые сегодня уже могут быть при минимальных затратах реконструированы и превращены в полноценные школы. В первую очередь мы говорим о тех зданиях, которые принадлежали БГУЭПу, так, Байкальскому, помните, этому университету, который сейчас закрылся. Здания стоят практически уже пустые, и мы можем их приобрести, и они отвечают всем требованиям, которые предъявляются к образовательному учреждению. Вот. И здание на Толстого 20, которое может быть как дополнительное помещение приобретено для школы номер 5. Решение этих задач, на мой взгляд, позволит порядка 1200 детей уже обеспечить новыми учебными, опять же, местами и разгрузить, особенно вот, например, 5-ю школу. Так. Далее, сейчас вот как раз по государственно-частному партнерству у нас в этом году будет введено 3 школы, и 1 школа у нас строится за счет программы развития Дальнего Востока, это 35-я школа. Все эти школы до 6-я, 25-я, АЕКГТ и 35-я, они будут введены до конца 2018 года. Это даст порядка 1600 новых учебных мест. Но мы должны продолжать программу, потому что сегодня, вот по самым оптимистичным, скажем так, оценкам, нам для того, чтобы перейти на односменную вариант обучения, да, нужно не менее 15 тысяч новых учебных мест создать. А некоторые говорят и о 22, о 23 тысячах учебных мест только в одном городе Якутске для решения проблемы переполненности школ и перехода на односменное обучение. Конечно, мы будем к этому стремиться. Наши дети должны учиться, еще раз говорю, в качественных, комфортных условиях. И я считаю, что правительство должно больше этим вопросом заниматься в рамках развития государственно-частного партнерства. И город, я уверен, что тоже не будет стоять в стороне, будет подключаться и своевременно решать тоже ряд вопросов. Спасибо, Айсен Сергеевич. А теперь мы выходим на прямую связь с Алданским районом. Там работает наш корреспондент Руслан Павлов. Руслан, добрый вечер. Добрый вечер, студия. На прямой связи Алдан. Мы находимся сейчас по адресу улица Калинина, 2Д. Это так называемый обменный временный жилой фонд для тех, кто ожидает новые квартиры
по программе переселения из аварийного жилья. Ну вот можете видеть, оператор нам покажет, какой фасад у этого дома. Это постройки 50-х годов. Раньше они служили учебными корпусами Алданского детского дома, затем Алданской гимназии. Сейчас мы зайдем внутрь в квартиры и посмотрим, в каких условиях проживают люди, которые ждут своих квартир по программе переселения из аварийного жилья. Вот сейчас мы заходим в квартиру Соболевых, семьи Соболевых, которая, по идее, должна была получить по этой программе новые квартиры в 2017 году, еще в прошлую программу. Но, к сожалению, почему-то этого не произошло. Вот посмотрите, оператор нам покажет, в каких условиях живут люди. Люди вкладывают деньги в капитальный ремонт, утепляются к зиме, меняют полы, засыпают опилками. Вот оператор нам покажет, когда это здание подготавливали, приспосабливали к временному жилому фонду, ставили стяжки, чтобы сохранить жесткость конструкции. То есть само по себе это здание выглядит аварийным. И, конечно же, к руководству республики у семьи Соболевых возникает вопрос. Ольга, пожалуйста. Здравствуйте. Айсен Сергеевич, у нас вот такая проблема. Вот эта табличка висела на нашем прошлом доме, который был тоже на 80% износа, по Маяковского 1. Сюда нас переселили в 2013 году. Вот сейчас, на сегодняшний день, мы уже 5 лет боремся вот с ремонтом, потому что надежду уже все потеряли. У меня такой вопрос. Собираются или нет переселять нас из этих домов? Сбудется ли наша мечта, что у нас будет квартира? И когда? Спасибо. Спасибо. Я хочу здесь что сказать. Конечно же, аварийное жилье – это бич нашей республики. Еще раз хочу подчеркнуть, я уже об этом говорил, мы лидеры в стране по размерам аварийного жилого фонда. 1 200 000 квадратных метров. Это только официально признанного таковым аварийного жилого фонда. На самом деле, если подходить, скажем так, честно, то его, конечно, гораздо даже больше. Эта цифра составляет, вот 1 200 000, это порядка 7% всего жилого фонда в нашей республике. Огромная цифра. Мы, конечно же, не можем быть довольны, когда, вот еще раз говорю, люди в нашей республике живут в таких условиях. Правительство республики будет реализовывать совместно с Минстроем России программу переселения из аварийного жилого фонда, второй этап. Пока речь идет о 25 миллиардах, которые будут выделены на республику из Минстроя Российской Федерации. Это самая, наверное, большая сумма, которую субъект по России будет получать. Мы сейчас ведем переговоры по закреплению этой суммы и даже ее увеличению, потому что для сноса вот того жилого фонда, который признан аварийным, нам нужна, конечно, гораздо большая сумма, порядка 85 миллиардов рублей. При этом вот Алданский район, я там вот совсем недавно был, он у нас, к сожалению, один из лидеров в республике по количеству аварийного жилого фонда. Я вот тогда документы смотрел, у нас в Алданском районе порядка, по-моему, чуть меньше 600 многоквартирных домов, признанных аварийными уже. Из них вот примерно половина на половину, они в это вот основная Алдан и Томмот, ну и в других населенных пунктах там тоже есть определенное количество этих аварийных домов. Да. Конечно, мы Алдан никоим образом не оставим в стороне от этой программы. Программа будет реализовываться на территории всей республики, там, где есть аварийный жилой фонд. Конечно же, при этом мы будем особое внимание обращать на то, как была программа реализована вот первая. К сожалению, мы видим сейчас, что вот до сих пор, например, по Нерингре, по Серебряному Бору у нас программа еще не закрыта в республике. Это очень плохо. И, конечно же, виновные в этом безобразии должны понести ответственность. Что касается Алдана, я говорил об этом тоже, должна также быть серьезная ответственность глав и районной администрации, и глав местных администраций за своевременную подготовку документов, их подачу, оформление, ну и в дальнейшем уже после проведения конкурсных процедур как бы контроль за ходом строительства жилья
для людей, которые переселяются из аварийного жилого фонда. Причем условия определенные будут на федеральном уровне изменены. Сейчас ведется речь о том, что, например, людям будет позволено уже на эти средства, ну, людям мы будем перечислять, и людям будет позволено, например, в пределах или Дальнего Востока, или, может быть, даже в других регионах уже покупать жилье для того, чтобы переехать. Это особенности, вопросы такие ставят наши пенсионеры, которые уже вышли на пенсию и хотели бы уехать, скажем так, в центральную часть России или куда-то на Дальний Восток, в другие города. Но, к сожалению, вот как раз не имеют возможности, и вот сейчас сидят и ждут новое жилье. Так? В этой части, конечно, еще раз говорю, вот эти изменения, мы оцениваем позитивно. В любом случае, хочу сказать, что вот программа переселения из аварийного жилого фонда будет продолжаться в нашей стране. И президент дал очень четкие указания. Вот, как раз в понедельник, будучи в Кемерово, он еще раз особо подчеркнул, что именно эта программа расселения людей из аварийного жилого фонда обязательно будет продолжена. Спасибо, Айсен Сергеевич. Спасибо Алдану за вопрос. Напомню, с нами на прямой связи был наш корреспондент Руслан Павлов. Ну, а мы продолжаем нашу прямую линию с Айсеном Николаевым. Айсен Сергеевич, ну вот в последнее время одной из любимых тем средств массовой информации является все-таки задержки авиарейсов авиакомпании «Якутия». С чем это связано и какие сегодня принимаются шаги для того, чтобы проблему решить? Ну, я бы не назвал это любимой темой, так? Любимая тема – это все-таки позитивная вещь. К сожалению, мы сейчас видим, что вот ситуация с задержками рейсов по авиакомпании «Якутия», она очень многих людей коснулась. Люди жалуются, люди пишут мне, люди пишут в Министерство транспорта Российской Федерации. Чем были вызваны вот данные задержки? В первую очередь, они были вызваны тем, что одномоментно, скажем так, несколько суперджетов сухого, которые у нас компания «Алрос» и компания «Якутия» эксплуатируют, они вышли из строя, у них случилось поломки двигателей. Так? А французская компания, которая должна была по договору обеспечивать обмен двигателей, в короткие сроки она с этим не справилась. Так, моторы производства французского производства стоят на суперджетах. В результате этого и из-за того, что компания «Якутия» не смогла вовремя ввести новый «Боинг» для замены этих рейсов, вот пошли вот эти большие задержки. Хочу сразу сказать, что этот вопрос сегодня очень серьезно обсуждается на уровне правительства Российской Федерации. Я буквально вот позавчера, находясь в командировке, разговаривал с министром промышленности России, Минпромторгом Денисом Мантуровым, который рассказал о тех шагах, которые приняты сегодня на уровне вот именно профильных министерств по решению данной проблемы. Во-первых, сейчас уже будет создан обменный фонд двигателей на уровне российской компании, на уровне государственной транспортной лизинговой компании, которая будет в кратчайшие короткие сроки уже обеспечивать обмен вышедших из работы двигателей, так, и современно устранять эти неисправности. Будут дополнительные финансовые гарантии там даны по суперджетам уже между концерном «Сухой» и правительством Российской Федерации, будет вопрос решаться. Самое главное, и вот Денис Мантуров еще раз меня заверил в том, что компания «Якутия» вот проблему по суперджетам, такой остроты, какой вот сейчас была, она уже больше не испытает. Я всецело поддерживаю политику, которая у нас в стране есть все-таки по созданию наших своих собственных самолетов, в том числе региональных самолетов, самолетов малой авиации. И, на мой взгляд, хороший самолет, так, но вот, к сожалению, вот такие накладки у них получились. Так, по двигателям уверен, что все-таки сейчас ситуация стабилизируется. И еще раз хочу принести от лица правительства республики свои извинения тем многим десяткам, сотням, тысячам людей, которые, конечно же, испытали очень серьезные проблемы из-за задержки рейсов. Айсен Сергеевич, сегодня мы очень много говорим о креативной экономике. Что это такое и почему мы на нее делаем ставку? Креативная экономика – это экономика, которая основана на человеческом капитале, на способностях именно мыслительного процесса человека, скажем так. Это дизайн, это кино, это литература, это музыка, это те или иные виды событийного туризма. И с этой точки зрения, мне кажется, что у Якутии есть огромный потенциал для развития креативной индустрии. Мы обладаем поистине здесь уникальными такими, знаете, компетенциями, которых нету
подавляющее большинство и регионов России, да, и в мире их не так много. Да. Вот если остановиться, например, даже на кино, то за последние 8 лет у нас снято 95 полнометражных художественных фильмов. Мы смогли, вот наши кинематографисты смогли победить на Московском международном кинофестивале. Вот многие этого еще не понимают, так, но Россия 8 лет не могла победить на этом конкурсе. Последние 8 лет. И вот наконец-то победила, и победила она с фильмом, полностью снятым нашими якутскими кинематографистами. Эдуардом Новиковым вот здесь у нас в Якутии. Сейчас вот фильм «Тойонкыл», он принимает участие в Монреальском кинофестивале. Итоги будут подведены 4 сентября. Ну, вы знаете, я не удивлюсь, если это один из самых крупных в мире кинофестивалей, Монреал, каким-то образом отметит картину наших соотечественников. Это, еще раз говорю, это выдающееся достижение. Многие пока еще этого даже не понимают. Так? Но, на мой взгляд, вот развитие кино, оно, конечно же, способно обеспечить, вы знаете, прорывное развитие очень многих отраслей нашей республики. И самое главное, еще раз говорю, что у нас есть люди, которые вот это кино снимают лучше, чем где-либо, это уже даже не в России, а в мире. Естественно, эти индустрии должны быть поддержаны. Но поддержаны, на мой взгляд, мы должны их не просто вот давая деньги, там, госзаказы, снимая какие-то фильмы. Обычно в таких случаях особых успехов не бывает. Да? Мы должны создать среду, которая будет уже генерить такие таланты, будет поддерживать такие таланты. И в этом случае я уверен, что вот история успеха нашего якутского кино может быть повторена и в других отраслях, в креативных отраслях. Я много встречаюсь с различными, скажем так, идеологами креативной экономики вообще в мире, так, их знаю, разговариваю, и у них при упоминании Якутии в последнее время уже у всех очень, знаешь, я не скажу, что восторженные, да, но, по крайней мере, они очень, во-первых, считают наш опыт успешным, во-вторых, они считают, что у нас есть просто колоссальные возможности для превращения, например, того же Якутска в один из центров, где люди креативных индустрий со всего мира могут приезжать, встречаться, работать, творить и достигать каких-то общих, знаете, общих успехов. Недавно приезжал на прошлой неделе Тимур Бекмамбетов, это один, знаете его прекрасно, один из известнейших наших режиссеров, кинопродюсеров. Он честно мне сказал, я, говорит, до сегодняшнего дня не видел ни один якутский фильм, но это моя ошибка. Но теперь увидел. Да, он сказал, я уже поговорил с людьми, посмотрел эти трейлеры фильмов, поговорил, и у него мы с ним практически полночь поговорили, так, у него там масса идей, которые он мне рассказал, я с ним поделился своими разными видениями развития, так, и я считаю, что сотрудничество с такими людьми и их реализация их идей здесь, на нашей якутской земле, способна очень серьезно продвинуть нашу республику. Не только с точки зрения узнаваемости, да, но и с точки зрения здесь появления реальных проектов, которые будут способны, еще раз говорю, обеспечивать людей очень хорошими, серьезными доходами. Спасибо, Арсен Сергеевич. Будем на это надеяться. И снова у нас прямое включение. И на связи Нерюнгри и наш коллега Сергей Козюра. Сергей, мы вас видим, слышим и ждем ваш вопрос. Добрый вечер. Арсен Сергеевич, буквально на прошлой неделе вы посещали Нерюнгринский район и, в частности, побывали в центральной районной больнице. И наверняка из первых уст узнали о проблемах данного учреждения. Вот сейчас мы находимся в здании, которое было построено в 1980 году и нуждается в капитальном ремонте. Ну а что касается штата, к сожалению, на сегодняшний день он укомплектован всего лишь на 58% квалифицированных медицинских работников. Ну и не секрет, что наши нерюнгринские хирурги являются одними из лучших в регионе. Но зачастую, чтобы оказать своевременную медицинскую помощь, необходимо и современное оборудование. Так, к примеру, сегодня нерюнгринцам, чтобы пройти обследование на аппарате МРТ, необходимо выезжать в соседние регионы. И сейчас рядом со мной стоит жительница Нерюнгри Елена Никитина, у которой к вам есть вопрос как раз по здравоохранению в нашем районе. Елена Георгиевна, пожалуйста, ваш вопрос. Арсен Сергеевич, здравствуйте. Мы все ждем этих изменений и хотим, чтобы вы лично все эти решения взяли под свой контроль, так как нам просто уже не верится, что все эти проблемы будут решены. Также у нас есть еще один вопрос. Это объединение 3 больниц. Мы хотим знать,
сохранятся ли здания этих больниц. Мы не хотим лежать в коридорах и попадать в больницу по блату. Айсен Сергеевич, услышьте наших жителей. Сохраните больницы. Спасибо, Елена Георгиевна. Мы, нерюнгринцы, надеемся, что здравоохранение в Южной Якутии будет самым современным. Айсен Сергеевич. Спасибо за вопрос, Елена Георгиевна. Спасибо, Сергей. Я на прошлой неделе на самом деле был у вас в больнице. Но более того, я хочу сказать, что я и вчера, и сегодня тоже был в Нерюнгринском районе. Вчера я был на Эльгинском камнеугольном месторождении вместе с руководством корпорации «Мечел». А сегодня как раз с утра поздравил замечательных коллектив 24-й школы с началом учебного года. Вот. Хочу сказать, что здравоохранение Нерюнгринского района очень сильно отстало. Оно находится вот на уровне, знаете, 80-х, 90-х годов. Здесь надо, конечно, принимать срочные меры и исправлять ситуацию. Уверен, что правительство возьмет этот вопрос на свой контроль, правительства республики. Не дело, когда во втором по величине районе нашей республики по численности, так, у нас 58% укомплектованность врачами. Более того, там нет, например, даже онколога. Вот, и я это с удивлением вот на прошлой неделе узнал. Так. Я уж не говорю о том, что наличие МРТ для такой вот крупной больницы, как Нерюнгринская, это должно было давно стать уже нормой. Так. А, к сожалению, люди сейчас МРТ едут или в Якутск, или едут в Благовещенск, чтобы сделать снимок МРТ. Так. Ну, абсолютно неправильный подход. Эту ситуацию надо изменять. Конечно, ситуация будет взята под контроль. Мы слов на ветер не бросаем. Вот. Капитальный ремонт абсолютно необходим в нескольких зданиях данной больницы. Так, в следующем году по программе развития Дальнего Востока федеральной у нас будет отремонтирована детская поликлиника, начнется в 2019 и в 2020 году закончится так, там сумма 114 миллионов рублей. Ну и, конечно, ремонт других зданий, ну, по оценкам специалистов, тоже где-то примерно около 140 миллионов рублей составит. Эти средства, еще раз хочу сказать, будут выделены, и этот вопрос будет решен. Ну и что касается приобретения оборудования, конечно, вот отдельная программа по Минздраву должна быть сделана, на мой взгляд, так, и надеюсь, что правительство решения все эти примет. Что касается объединения больниц, то об этом меня много раз спрашивают, так, но здесь на самом деле бояться нечего. Так. Во-первых, пока вот статус-кво будет сохраняться, юридические лица, вот как вот по Серебряному Бору, по Чульману, они будут действовать отдельно. Так, и никто эти больницы не будет даже вот в единое юридическое лицо превращать. Но в последующем я все-таки думаю, что будет принято решение о создании единого комплекса по Нерюнгринскому здравоохранению. То есть это не будет означать, что там здания больниц закроются. И в Чульмане, и в Серебряном Бору они, конечно же, останутся. Конечно же, врачи там будут работать. Другой вопрос, что начальников будет в разы меньше. Так, у нас, еще раз говорю, вот я уже об этом говорил при ответе на вопрос по оптимизации. Начальников мы научились плодить просто с очень большим талантом. Так, уж лучше эти средства, опять же, направить на улучшение той же материальной технической базы тех же объектов здравоохранения в Нерюнгринском районе. Поэтому бояться здесь не надо. Жители на себе ухудшение качества обслуживания не почувствуют. Более того, я считаю, что оно должно улучшаться. Что ж, спасибо, Айсен Сергеевич, за ваш ответ. И спасибо нашим коллегам из Нерюнгринского района за связь и за вопрос. Ну а сейчас давайте обратимся к колл-центру. Наверняка поступило очень много звонков от наших телезрителей и аудиослушателей. Ларина, вам слово. Спасибо. Да, действительно, к нам поступает очень много звонков. Жителей в первую очередь волнуют вопросы сноса ветхого жилья, загрязнения реки Вилюй, обеспечение школами, садами и многое другое. В наш центр сейчас дозвонился Анани Николаевич Корякин из Момского района. Анани Николаевич, здравствуйте. Мы слушаем вас внимательно. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем, задавайте свой вопрос. Она помогла. Айсен Сергеевич, какая? Республика Солнцевым Кередигит, Солнцевым Кередигит, Туросан, Парадун, Тугенник, Барагетен, Сергеевич, Бегания, Туросан, просто государственный, Мугал, Бербланга, Бадо, Махтаб. Спасибо.
Махтал Анатолий Николаевич. Вопрос Анатолия Николаевича из МОМа, он состоит в том, что он говорит, я рад за другие районы, которые вы посетили, решилось много вопросов, которые волнуют простых людей. Но вот когда вы приедете к нам, есть ли такие планы? Ждут вас. Да, я, конечно, приеду в Момский район. Уверен в этом. Только, конечно, не сейчас так, но и в Момском районе, и в других наших северных районах, к сожалению, очень много проблем, которые, опять же, копились десятилетиями. И у нас сегодня по Арктике есть очень серьезный отток населения, который продолжался все эти годы. Так. И сейчас надо сообща нам решать эту проблему развития наших арктических северных районов. Мы не можем огромные территории практически бросать и оставлять людей один на один с их проблемами. Я здесь хочу отметить, что огромную помощь сегодня нам начинает оказывать федеральный центр. Приняты очень серьезные вопросы, серьезные решения по развитию Северного морского пути. И сейчас, я считаю, абсолютно правильно, наконец-то и Министерство обороны нашей страны начинает серьезное внимание обращать на наши северные границы. На прошлой неделе во время учений приезжал сюда командующий Северным флотом, Евменов, и информировал, что в 2019-2020 году у нас будет серьезно усилена группировка войск, которая будет в Тиксе располагаться, серьезные средства, колоссальные, я бы даже сказал, средства будут выделены на реконструкцию Тикси, в первую очередь аэропортовой его инфраструктуры. Будут выделяться средства по линии Росатома на реконструкцию порта Тикси. То есть уже мы видим очень серьезное движение. Ну и, конечно, нас всех радует, что сейчас куратором Арктики назначен заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента по Дальнему Востоку Юрий Петрович Трутнев. И уверен, что его системность в решении поставленная задача, она позволит нам и в арктических районах сделать все-таки существенное движение вперед. Еще раз хочу подчеркнуть, что Арктикой мы должны заниматься очень серьезно. Нам надо от декларации реально переходить к улучшению жизни людей, которые проживают в Арктике, и вообще в целом улучшению социально-экономической ситуации в наших северных районах. Спасибо, Айсен Сергеевич. А я напоминаю нашим телезрителям и радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. И свои вопросы Айсену Николаеву вы можете задать прямо сейчас по нашему многоканальному телефону 320111, а также через социальные сети нашей компании, адреса которых вы можете видеть на экранах своих телевизоров. Коллеги? Спасибо, Ларина, спасибо, колл-центр. Ну а мы продолжаем нашу прямую линию. Да, Айсен Сергеевич, у нас есть еще один видеозвонок на якутском языке. Алкурдук Сунтарлутан, Изабелла Ивановна Жиркова. И тут не стен. Бигини сунтар улуғын баролық тоқтырын бүлі әбе тұруға долғытыр. Қазды күн болла бұл бұт кетті бите. Бұл қығалғаны бұхарыға тоқ үлі ұтылары итенен әхленені расуынан қатшы қайдағай. Махтал Изабелла Ивановна. Вопрос касается ситуации по реке Вилюй. Несколько дней уже она в районе Сунтара стоит грязная, и вопрос жительницы и по состоянию реки, и о тех мерах, которые принимаются по, скажем так, стабилизации ситуации и по обеспечению населения чистой питьевой водой. Я позавчера был в Сунтарах, было руководство компании «Алроса», было проведено большое совещание с участием глав всех наследников Сунтарского улуса, которых затронула эта проблема, с экологов, общественной палаты, с участием депутатов и Госсобрания Илтуман, и депутатов районного уровня. Конечно, произошла большая беда. Вот в результате аномального, еще раз подчеркну, аномальная, никогда в истории наблюдений такого дождя на территории Милинского района не было. Выпало, предыдущий рекорд был 55 миллиметров за сутки, так в этот раз выпало 86 миллиметров, то есть практически более чем в 1,5 раза больше, чем предыдущий рекорд. И, к сожалению, то русло, которое было специально сделано для реки Ирелях в свое время по отводу воды туда, оно не справилось с огромным напором воды, который произошел в том числе из-за прорыва озера,
которое на самом деле к Алросу никакого отношения не имеет. Озеро просто переполнилось, прорвало дорогу и пошло, начало вот как раз попало в реку, а уже река, соответственно, резко уровень поднялся, и уже он не разрушил дам, он просто проник на территорию вот этого полигона, где рассыпные алмазы добываются, и вот этот весь полигон, как бы, где драги работают, он просто его вот вода покрыла, и эту всю глину, которая там была вымыта, оно глину всю унесло в реку. Так? Это, конечно, огромное количество вот, песка, глины, земли, почвы. Там, вот это, конечно, принесло очень серьезное загрязнение реки. К счастью, никаких там, ни тяжелых каких-то там опасных загрязняющих веществ, ни химических реагентов в воду не попало. Вот меня, конечно, возмущает позиция некоторых наших людей, которые начинают там, знаете, вот прям фейковые какие-то новости отправлять, там огромное количество погибшей рыбы, там пишут, что там у нас там ртуть в огромных количествах, какие-то химические соединения попали, так, из хвостохранилища порваны, так, ничего этого даже по мне нет. Так, но, еще раз говорю, вода грязная. В первые дни она была просто исключительно грязной, вот, особенно вот в районе Малой Батуби, Иреляха. Сейчас ситуация постепенно стабилизируется, идет все-таки и самоочищение воды, вот эта глина вся оседает. И сейчас вода, ну, по многим показателям уже примерно соответствует в воде в период паводка весеннего, когда она все равно тоже становится грязной, да, когда вот это все несется. Вот уже, скажем так, вот в районе некоторых сел Сунтарского района она уже вот такая. Вот. Конечно, по нашим расчетам и расчетам специалистов, где-то еще неделя пойдет до стабилизации в целом ситуации. Алроса принимает все необходимые меры. Руководство компании практически в ежедневном режиме, генеральный директор мне докладывает о проведенной работе. Исполнительный директор Соболев тоже вот приезжал к нам в Сунтар, и пока также я посетил и место самой, непосредственно вот это место прорыва дамб. Сегодня мы уже думаем о приобретении очистных сооружений водоочистных сооружений для сел, которые у нас по реке Вилюй расположены, так, и запуску их. Здесь, конечно, будут зависеть в том числе позиции глав районов, вот, и поручения такие тоже они получили. И, конечно же, ну, я уверен, что такой ситуации больше не повторится. Сейчас проект будет пересчитан, исходя вот из того аномального дождя, который был. И исходя из этих параметров будет устроен новое русло, так, для Иреляха будут работы проведены. Уверен, что Алроса из этой ситуации выйдет достойно. И компенсации районам, они тоже будут, ну, после оценки ущерба тоже будут выплачены. Здесь Министерство охраны природы уже проводит внеплановые проверки совместно с федеральными ведомствами. Природоохранная прокуратура к этому тоже подключилась. При этом хочу особо отметить, что мы сегодня должны вообще в целом посмотреть на проблему чистой воды. Так? Мы должны уйти от того подхода, что можно просто из реки воду брать и пить. Так? Это касается не только Вилюя, так это касается любой другой реки, любого другого озера. И вот реализация программы «Чистая вода» на территории нашей республики, мы обязательно должны вот эту программу федеральную вот здесь у себя реализовать, потому что от качества питьевой воды на самом деле зависит наше здоровье. И это не праздные там какие-то разговоры о том, что надо воду чистую пить, очищать ее. Это на самом деле сегодня уже абсолютная необходимость. Даже во многих наших водоемах, из которых люди вот просто берут воду и пьют, она вроде бы чистая, так, но когда приходят анализы, мы видим, что там все равно превышено содержание тех или иных элементов. Так. Это никоим образом все равно недопустимо. Так? Вода как вода, чистая вроде бы, так, но превышение есть, так? Потому что фоновое оно такое от природы. И, конечно же, эти вот сооружения водоочистные, они у нас должны быть практически в любом населенном пункте. И население, оно должно понимать, что за чистую воду тоже надо деньги платить. Так? А то у нас, к сожалению, вот ряд водоочистных сооружений был, в том числе на средства акционерной компании «Алроса», установлен в Нюрбинском области вдоль реки Марха в свое время, так, в прошлом году, например. Из них сегодня я узнал, что из 5, по-моему, только одна и работает, а остальные просто стоят. Вот. Но это тоже, я считаю, что не очень правильно со стороны местных властей, и такие установки дорогостоящие ставить, и потом их просто вот, ну, как бы из-за каких-то экономических якобы проблем просто закрывать. Так? Мы должны понимать, что чистая вода – это потребность сегодняшнего дня, и мы обязательно ее должны удовлетворить.
Айсан Сергеевич, ну вот следующий вопрос, наверное, будет продолжением этой темы. Сейчас вводится новый порядок утилизации мусора. Пока на этот момент, к сожалению, вопрос не решен с вывозом мусора. И в итоге получается, ну, что называется, мусорные горы. И эта проблема как раз отражена в видеосюжете, который подготовили наши коллеги. Я предлагаю его посмотреть. Средь бела дня мужчина подъезжает на автомобиле к мусорным бочкам на городской эстакаде. Достает из багажника полные пакеты мусора и собирается оставить их прямо здесь. Эту картину удалось запечатлеть жителю Покровска Сергею Землянскому. Ну, мусорные баки, они предназначены, вот эти, тут не баки, бочки стоят. Да, для ветоши, вот водитель останавливается, ремонтирует машины, где-то какая-то запчасть может, но никак не для бытового мусора. Я заметил, вот перед городом Якутска, район Табаги, там есть тоже эстакада такая же, где висит большая таблица, ну, как вот, объявление, большой аншлаг, где написано, что свалка бытового мусора запрещена. Штраф 300 рублей. Конкретно указывает, что свалка бытового мусора запрещена. В таких случаях нужно жаловаться в соответствующие органы, например, в инспекцию охраны природы или в районную административную комиссию. Штраф за выброс мусора в неположенном месте может составлять от 1000 до 1 000 000 рублей. Но на данный момент в ходе судебных разбирательств статья временно потеряла свою силу. Значит, в Якутске оштрафовали водоканал, составили там протокол. На водоканал тоже нарушения там у него были. И руководство водоканала подало в суд. И Верховный суд республики нашей определил, что административная комиссия не имеет права составлять протоколы по пункту 6.12 нарушение правил благоустройства. Сейчас этот вопрос решается, как эта статья будет называться, как будут людей вот так вот, ну, предупреждения, там, штрафы. Ну, теперь этот вопрос подвис. Пока административные комиссии связаны по рукам, они могут лишь выдать предупреждение или выписать предписание. Впрочем, увеличение штрафов или количество легальных мусорных полигонов проблему решить не смогут. Очевидно одно – пора переходить на раздельный сбор мусора и переработку отходов. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Спасибо, Виолетте, за сюжет. Айсан Сергеевич, посмотрели сюжет, и возникает естественный вопрос, когда мы победим проблему с мусором? И что надо сделать для этого? Проблему мусора мы победим, когда мы победим сами себя, победим свое сознание. Знаете, вот мы живем на огромной территории, земли у нас всегда было достаточно, так, и, к сожалению, вот к мусору мы не относимся как к очень серьезной проблеме, которая, опять же, прямо влияет на наше здоровье. Вот, ценой больших, скажем так, усилий вот по городу Якутску определенное шевеление началось. Здесь у нас, я вижу, во многих учреждениях уже и раздельный сбор мусора идет, у нас и переработка появилась, в конце концов. Вот, макулатура, например, да, производство тех или иных бумажных изделий. Но говорить о том, что мы победили проблему мусора, конечно, не приходится. Вот. Главное, еще раз говорю, вот мы должны уже, начиная с наших детей, относиться бережно к природе, учить этому. Это очень важно, и когда вот это самосознание детей меняется, они уже становятся взрослыми, уже не будут себе такого допускать. Я рад, когда вот вижу сейчас, когда вот школьники, там дети идут, они там каждую там бумажку свою несут до мусорного бачка, там бросают. Так, многие дети уже у меня спрашивают, а вот, как, вот про раздельный сбор мусора, так, почему у нас вот его массово нету. Так? При этом, конечно же, если вот, я сказал вот сейчас о долгосрочных, как нам мусор победить, да, поменять сознание людей, то, конечно, должен быть принят ряд мер со стороны органов власти. Здесь у нас из-за изменения федерального законодательства по республике сейчас у нас 5 региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Из них 4 это выбрано вот, по центральной группе, по центрально-восточной, по южной и по западной. Уже есть победители, с которыми подписаны договора, и которые должны эту работу уже по организации как раз сбора мусора, вывоза мусора, переработки мусора уже начать решать. К сожалению, пока не решен вопрос по северным районам, потому что несколько раз, 3 раза, по-моему, Министерство ЖКХ объявляло конкурсы, 3 раза никто не заявился, ну, потому что понятно, что работа с мусором в условиях нашего севера, Арктики, да, она абсолютно убыточна, и
никакого там бизнеса нет, и, соответственно, бизнес сюда не идет. Наверняка будет принято решение о том, что этим будет заниматься ГУП жилищно-коммунального хозяйства республики. Хочу особо отметить, что все-таки, вот, на мой взгляд, Министерство ЖКХ здесь очень серьезно не дорабатывает, вообще в части работы по обращению с отходами. Мы же должны понимать, что сегодня вот все наши свалки, они должны быть с документами, они все должны быть оформлены, как места, как полигоны для вывоза вот, коммунальных отходов твердых. К сожалению, всего лишь 1% от общего количества вот этих полигонов сегодня оформлен как соответствующим образом. Остальные 99, они существуют сегодня вне правового поля. При этом хочу отметить, что в ближайшее время, если не будет таких документов, то эти полигоны вообще должны быть запрещены, и мусор не должен туда вывозиться. А куда он тогда будет вывозиться? Тоже возникает вопрос. Так? И, конечно же, вот, в целом, еще раз говорю, работа МинЖКХ в этой части, она плохая. По мусоропереработке. Здесь надо понимать, что мусоропереработка, она выгодна только для больших городов. Вот я считаю, что мусоропереработка может быть у нас на территории нашей республики, вот, например, в Якутске, может быть относительно она еще где-то вот в районе Нерингры, Алдана, так, и Мирного. Так. В других местах все-таки говорить о мусоропереработке, это, скажем так, тешить себя иллюзиями. Соответственно, мы должны создавать новые подходы для утилизации этого мусора, в том числе, может быть, через применяя современные мусоросжигательные печи, которые абсолютно экологически безвредны. Вот та печь, например, мусорная, которая японской компанией Hokkaido Corporation была поставлена здесь, так она работает, и никаких нареканий к ее работе нету у специалистов, хотя она сжигает там опасные медицинские отходы. Уверен, что вот такие новые современные подходы мы должны искать, мы должны изучать этот опыт. И, конечно же, вот создание таких систем, комплексов по переработке мусора, по утилизации мусора, эта работа у нас должна идти очень быстрыми темпами. Вот в том же Якутске, насколько я знаю, сейчас администрация города активно начала переговоры с японцами по участию в мусоропереработке, учитывая колоссальный опыт и компетенции, которые есть у Японии как раз по обращению с отходами. Я считаю, что это правильный подход. Так? И если вопрос решится, я, конечно же, считаю, что все жители Якутска на себе это почувствуют. Так, достаточно быстро, когда у нас старый полигон будет закрыт, будет создан новый полигон и будет создана инфраструктура на первом этапе по мусоросортировке и прессованию мусора и как бы выделению полезных, скажем так, элементов. А в дальнейшем, почему бы мы не поговорим и о мусоропереработке. Вот. Поэтому вот вопрос жителей и корреспондента из Хангаласского улуса абсолютно он живой. Это на самом деле все это есть так. И, конечно, надо принимать достаточно нам всем оперативные меры в целом так, для того, чтобы вот эту ситуацию исправить. И самое главное, конечно, здесь надо начинать с самих себя. Спасибо, Александр Сергеевич. Мне сообщают, что буквально разрывается телефонными звонками наш колл-центр. Ларина, вам слово. Да, действительно, звонков к нам поступает очень много. Чуть позже я могу озвучить, сколько вопросов к нам поступило. А сейчас я предлагаю послушать вопрос из Мирнинского района. Сейчас с нами на связи Юрий Трифонов. Юрий Васильевич, здравствуйте. И ваш вопрос к Айсену Сергеевичу. Алло, здравствуйте. Это житель города Мирный и уважаемый Айсен Сергеевич. У меня вот вопрос такой. Мост через реку Малую Батобию, который рядом с поселком Новый, там когда будет построен. Так как вот недавний паводок в Сергеевич привел к закрытию понтонной переправы через данную реку на целую неделю. А это вот единственная дорога, который соединяет Мирнинский район, Венский, можно сказать, Союз, границу. Спасибо. Спасибо за вопрос. Конечно же, вот эта проблема понтонного моста на Батобию в период вот как раз этого паводка, она хорошо всем известна. Хочу проинформировать, что сегодня в рамках дальнейшего развития круглогодичной дороги федеральной Вилюй уже проведены все конкурсы, уже подрядчик выбран, который будет проводить работы по строительству мостового перехода через Малую Батобию. Как меня проинформировало руководство федеральной автодороги Вилюй, как раз
по данному случаю, так я на них выходил. Уже в 4-м квартале стройка начнется, и мы надеемся, что уже в 2020 году мост будет построен, и этой проблемы, о которой вот сейчас как раз житель Мирного говорил, уже не будет существовать. Спасибо, Айсен Сергеевич. А я попрошу вас ответить еще на один вопрос, который к нам поступил из города Якутска. Сейчас с нами на связи Дмитрий Александрович Коротов. Дмитрий Александрович, добрый вечер. Мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Айсен Сергеевич, вот у меня такой вопрос к вам есть. Скажите, пожалуйста, какое ваше видение дальнейшего социально-экономического развития города Якутска? Спасибо за вопрос. Ну, вопрос глобальный. Уверен, что вот та стратегия развития города Якутска, которая была принята у нас в 2013 году, она абсолютно актуальна, она не потеряла своей значимости для развития города Якутска. Она, конечно же, будет меняться, может, что-то будет прибавляться, что-то исчезать, но в целом, вот еще раз, эта программа, стратегия должна реализовываться. Конечно же, проблемы города, они всем известны. Я, как уже сказал, это острая нехватка школ, мест в школах, это дальнейшая реконструкция наших автодорог, это вопросы сноса аварийного жилья, дальнейшее развитие экономики города, в том числе и появление здесь новых индустрий. Я уверен, что Якутск – это город, именно который должен быть заточен не на создание здесь каких-то больших, огромных там производств, а он должен как раз больше заниматься инновационными производствами, креативными индустриями. Уверен, в этом случае у города будет все достаточно успешно, достаточно хорошо. Ну, тем более я уверен, что город будет находиться в сильных, надежных руках, и дай бог, все у нас получится. Спасибо. Во время ответа на предыдущий вопрос к нам дозвонился школьник Кирилл Кычкин из Якутска, причем дозвонился по скайпу. Да, действительно, современная молодежь использует для все средства связи, и это очень радует. Айсен Сергеевич, и он вас просит лично поговорить с ним по скайпу. Кирилл, мы тебя внимательно слушаем. Айсен Сергеевич, здравствуйте. Меня зовут Кирилл, я учусь в физике. Мы с другом сейчас разрабатываем проект под названием Education. И нам очень интересно, он позволит упростить процесс подачи заявления в университеты, а также поможет подбирать удобные кружки и записываться в них. Также он поможет школьникам собирать интересное портфолио, упростить процесс коммуникации в школе. Еще родной город Якутск — очень много интересных проектов людей. И нам интересно, будет ли в Якутске активно развиваться IT-инфраструктура для того, чтобы способствовать подобные интересные проекты? Спасибо. Спасибо, Кирилл. Я рад, что вот у нас есть такая молодежь, как вы, которая сама уже в таком возрасте что-то придумывает, делает какие-то программные продукты, которые могут быть востребованы на рынке. Ну, давайте мы с вами встретимся где-нибудь там в сентябре, в конце сентября и поговорим более подробно на эту тему. Я приглашу и Анатолия Аскановича Семенова, министра цифровизации республики, который тоже очень поддерживает такие проекты. Уверен, что, еще раз говорю, вот такие новые креативные подходы, они будут в республике востребованы. Что касается по IT-инфраструктуре, я считаю, что да, Якутск будет дальше развиваться в этом направлении. У нас прекрасные компетенции по IT. Я просто горд, когда, вот, например, федеральный министр по связи, который сюда приезжал на Скоп, он прямо сказал, что он просто приятно удивлен, поражен тем развитием, которые IT-компании в Якутии приобрели. Так, например, та же компания Майтона, тот же Синет. Уверен, что вы будете востребованы здесь, IT-инфраструктура будет дальше развиваться. Мы уже в ближайшие месяцы откроем IT-парк. Парк высоких технологий в городе Якутске, так, дальше будет развиваться и технопарк Якутия. Да и в целом я хочу сказать, что мы вот в части развития IT
индустрии должны, конечно же, очень серьезно подойти и к вопросам образования, высшего образования, в том числе наш Северо-Восточный федеральный университет должен здесь работу свою усиливать, с тем, чтобы те потребности, которые сегодня есть у IT-компании Якутии, они были полностью закрыты за счет, в том числе, наших выпускников. Сегодня, по нашим оценкам, где-то порядка 1000 человек у нас занимается в IT-индустрии. Хотелось бы, чтобы в ближайшие годы эта цифра достигла 10 000 человек. Тогда это нам позволит уже, скажем так, абсолютно быть уверенными в том, что Якутск – это реальная столица IT, одна из реальных столиц IT-индустрии в нашей стране. Да, благодарю за ваш вопрос. Очень интересные ответы. Спасибо. Было бы очень круто встретиться с вами. Спасибо. Вы мне в Facebook или в Instagram напишите. Лучше в Facebook. И потом мы договоримся. Ну, давайте. Хорошо. Спасибо. Спасибо Кириллу за скайп-соединение. Айсен Сергеевич, 4 сентября будет ровно 100 дней с того момента, как Владимир Владимирович Путин назначил вас исполняющим обязанности главы города Якутска. И ровно в этот день будет одно из самых, наверное, ярких событий 2018 года. Это открытие нового водозабора в городе Якутске. Предлагаю посмотреть сюжет. Последние штрихи большой стройки. Помывка, уборка мусора, приведение в порядок рабочих мест. Водоканал в эти дни достраивает новый объект, который будет сдан в эксплуатацию досрочно 4 сентября этого года. На 24 гектарах расположился главный водоочистной объект города Якутска. Общая стоимость программы составляет порядка 5 миллиардов рублей. Она состоит из, таких крупных объектов, как станция первого подъема с ковшом-затоном, с водоочистной станцией, со станцией реагентного хозяйства, с электролизной станцией, а также со станцией ультрафиолетового обеззараживания воды. Первые водозаборные сооружения были построены еще в 1972 году. Тогда производительность составляла 35 тысяч кубометров воды в сутки. Однако этих объемов в столице хватило ненадолго. Город быстро развивался и практически в течение 5 лет уже не стало хватать воды. И принято было решение сделать реконструкцию водозаборных сооружений и довести до 65 тысяч кубометров. И в 1985 году эти работы были закончены. В 1985 году была сделана реконструкция, и водозабор 65 тысяч начал давать. Но город начал дальше развиваться, дошла до 100 тысяч кубометров в сутки. Проблема водоснабжения стала остро. Единственным решением стало строительство мощной водозаборной станции. Инициаторами программы выступили правительство республики и Министерство ЖКХ. Программу утвердили в 2012 году, а уже в 2016 было получено заключение госэкспертизы, и в прошлом году началось строительство. Генеральным подрядчиком выступила израильская компания «Тахал». Компания «Тахал» участвует в данном проекте на 2 этапах. На первом этапе возводился водоприемный ковш «Затон», то есть это само водоприемное сооружение, и насосная станция первого подъема, на которой мы сейчас с вами находимся. На втором этапе была реализована станция водоочистки и реагентное хозяйство со вспомогательными инженерными сооружениями. Вода забирается с глубины более 15 метров. Водоочистительная станция – это сложный механизм, в котором каждый цех выполняет свою функцию. Скрепер не просто уплотняет его давлением, а направляет в центральную часть, где располагается приемная часть, откуда этот шлам уже откачивается, принудительно откачивается насосами на узел механического обезвоживания. Здесь вода проходит через несколько этапов очищения. Лабиринт-смеситель, предварительный смешатель с реагентами, мешалки, тонкослойный отстойник. Но и после всех этих этапов очистки воду отправляют на фильтрацию. Афанасий Никифоров работает на предприятии с 2009 года. Признается, за последнее время вся техника на станции была модернизирована. С появлением станции водоочистки, водоочистных сооружений у нас новые датчики, которые измеряют мутность, pH уровень. И
само оборудование новое, все компьютеризировано практически. Фирма «Тахал» провела обучение сотрудников, электриков, лаборантов, слесарей и других специалистов на новом оборудовании. Предприятие имеет дизель-генераторную установку в качестве резервного или аварийного источника энергоснабжения и трансформаторную подстанцию. Подобное водоочистное сооружение, функционирующее в суровых климатических условиях, имеется в мире только на Аляске и в Канаде. Лана Ильина, Павел Пахомов, Якутск. Спасибо, Сарглане Иллиной, за вопрос. Александр Сергеевич, действительно, мы очень долго ждали открытия водозабора. Что изменится в жизни горожан с 4 сентября с открытием нового водозабора? Новый водозабор для Якутска – это, конечно, событие историческое. Мы все прекрасно знаем, какой вода бывает здесь в Якутске весной и осенью. Она не отвечает требованиям, очень многим требованиям, так, в части по прозрачности. И вот появление нового водозабора, построенного по самым современным мировым технологиям, все оборудование от уникального производства европейских стран, которые поставили сюда, профинансирована эта стройка за счет кредитов Европейского банка реконструкции и развития, банка ВТБ и Евразийского банка. Она позволит нам получать на самом деле чистую питьевую воду. По теории, вот если бы у нас все магистральные водопроводные линии и уже внутриквартальные водопроводные, скажем так, сооружения были соответствующего качества, мы могли бы уже пить воду из-под крана. Вот. К сожалению, вот в части наших магистралей пока еще дело, скажем так, далеко от совершенства, и магистральных, и внутриквартальных сетей. По магистральным, в принципе, водоканал работу ведет постоянно, каждый год где-то по 8 километров сетей меняется. Но что касается внутриквартальных сетей, они стоят на балансе у ЕТЭЦ, у Теплоэнергии, у Прометея. Есть еще у нас и бесхоз, там порядка, если не ошибаюсь, на память около 29 километров бесхозных сетей. Конечно, их надо приводить в соответствие. Но при всем при этом мы улучшение качества воды уже точно все почувствуем. И вот той ситуации, которая у нас бывала всегда по весне и по осени, больше город Якутск уже не испытает. Это раз. Во-вторых, конечно, мощность этого водозабора она составляет 110 тысяч кубометров в сутки. Так? Сегодня город Якутск максимум 90 тысяч потребляет. То есть у нас еще появляется определенный резерв, который, конечно, тоже нужен для быстро растущего города, такого как Якутск. Поэтому это прекрасное событие. Уверен, что, еще раз говорю, все жители Якутска мы скоро на себя это почувствуем. Спасибо. Но я напомню, мы продолжаем принимать телефонные звонки от наших телезрителей. И прямо сейчас мы снова обращаемся к колл-центру и к нашей коллеге Ларине. Мы продолжаем получать очень много вопросов от наших телезрителей. На сегодняшний момент к нам поступило более 200 звонков от жителей нашей республики, которые проживают в 23 районах Якутии. И с вопросом, который интересует многих якутян, к нам дозвонился Владимир Михайлович Горькун. Владимир Михайлович, добрый вечер. Ваш вопрос. Вечер добрый, Александр Сергеевич. Это звонит вам Горькун Владимир Михайлович, депутат муниципального образования в Нижних Бестях. У меня такой вопрос. Вы неоднократно говорили о целесообразности постройки моста через реку Лену в районе города Якутска. Но в последнее время мы также слышим, что и жители острова Сахалин хотят тоже сделать себе, построить мост. В связи с последними событиями, как вы считаете, возможна ли постройка данного моста? И вопрос, если да, то когда это будет сделано? Спасибо, Владимир Михайлович, за вопрос. Конечно, мосты нашей стране нужны. Нужен и Ленский мост, нужен, наверное, мост и на Сахалине, нужны мосты через Обь, через Енисей. Я прекрасно знаю, что таких проектов на самом деле десятки. Но для нас, для якутян, конечно же, самая главная проблема – это отсутствие мостового перехода через реку Лену. Это позволит на самом деле соединить и запад-восток Якутии, которые сегодня разделены рекой Лена. Это позволит нам кратно улучшить транспортную доступность для огромного количества наших жителей. Это позволит нам кратно снизить издержки на тот же северный завоз. А в перспективе, когда круглогодичная дорога Вилюй, она на самом деле должна быть построена от Якутска до
Иркутска, мы получим впервые в истории страны возможность выхода на Охотское море уже не через вот, южные наши границы, так, вдоль Китая, так, и дальше, скажем так, вдоль берега, так, а на Охотское море, на океаны уже страна сможет выходить и через Иркутск, Мирный, Якутск, Магадан. Это, конечно же, тоже очень серьезный такой геополитический, геостратегический вопрос, который должен быть решен. Я уверен, что мост будет. К сожалению, вот последние годы у нас этот вопрос пропал из повестки федеральной, сейчас он туда возвращается. Было много споров о целесообразности строительства железнодорожного моста. Многие специалисты считают, и я их поддерживаю, что на самом деле на сегодняшнем этапе развития нашей экономики, вообще перспектив развития города Якутска и Нижняя Бестяха, как единой городской такой большой агломерации, самой крупной здесь у нас в Якутии, скорее всего, нужен автомобильный мост. И его надо построить в достаточно короткие сроки. Сегодня разные механизмы прорабатываются правительством республики, в том числе и через конституционные инициативы или через финансирование прямое федеральное. Так, я уверен, что общими усилиями мы этот вопрос должны будем решить для того, чтобы на самом деле, еще раз хочу подчеркнуть, вот уже мечта многих поколений якутян, их потребность, она стала уже реальностью. Спасибо, Айсен Сергеевич. Сегодня в течение всего эфира поступило очень много вопросов, не только по телефону, но и отправляли в социальных сетях и отправляли на WhatsApp номер нашей компании. Я здесь сделал подборку. Людей интересует не только ваша работа, не только развитие Якутии, людей интересуют такие личные вопросы. Я предлагаю сделать блиц-опрос в конце программы. Да, здесь пару вопросов интересных подобрал. Какой самый ценный совет вы получали и от кого? Ну, самый ценный по жизни совет я получил еще, знаете, когда мне было лет 10, да, я вот с тех пор косил сено со своим дедушкой, и вот когда, ну, маленький же все равно там пытался отлынивать, там говорил, я устал, дедушка тогда, и вот он тогда сказал, что если ты, во-первых, человек должен трудиться, это самое главное, так, для чего человек рожден. А во-вторых, если ты за какое-то дело взялся, ты обязательно его должен довести до конца. И вот поэтому он всегда говорил, то есть вот закончи косить то, что тебе сегодня отведено, так, а потом иди отдыхай. Вот. И вот этот совет мне по жизни вот всегда помогает, и я на самом деле им всегда руководствуюсь, как вот если за какое-то дело ты взялся, тяжелое оно, легкое, надо его обязательно довести до хорошего конца. Есть ли у вас свой девиз? Никогда не сдаваться. Так, кто для вас является примером, ориентиром в профессиональной деятельности? Ну, я об этом говорил уже. На самом деле, вот пример Сингапура, он меня вдохновляет, как вот государство практически без ресурсов, так маленькое, со всех сторон окруженное огромными империями, смогла превратиться сегодня в процветающий город с прекрасной экономикой, с прекрасными достижениями в области даже образования, культуры. И Лю Куан Ю, который долгие десятилетия возглавлял Сингапур, он во многом, вот я его в книге всегда, многие книги прочитал, и вот он на самом деле является для меня примером государственного деятеля. Так, что бы вы предложили попробовать сделать каждому якутянину? Знаете, вот иногда бывает очень важно, да, просто спросить у себя, а что же ты хорошего сделал за этот день? И вот, вы знаете, вот, многие не смогут на этот вопрос ответить так положительно. А вот я достаточно у себя часто спрашиваю, а что же вот хорошего ты доброго сделал в этот день для людей, для простых людей? Так? О чем ты можешь сказать, что вот сделал то-то, сделал то-то. Поэтому это вот помогает, кстати. Так, ваши любимые города, кроме Якутска? Так как я учился в Москве, я Москву очень люблю. Вот. Ну и если говорить из других мест, то, конечно же, я последние годы очень полюбил Крым. Да, Крым, вот Ялту, например, очень люблю. Так, наверное. Как вы думаете, лидера должны бояться или любить? Лидера должны уважать. На какой вопрос вам хотелось бы самому ответить, но вам его никогда не задают? Очень интересно. Я даже не знаю такой вопрос, честно говоря. Ладно, пропустим вопрос. Как вы воспринимаете критику в свой адрес?
Вы знаете, я к критике всегда отношусь очень нормально. Если критика особенности обоснованная, если она связана с упущениями твоими или твоих коллег по работе, да, то надо ее воспринимать и пытаться эти ошибки исправить. Да. Другой вопрос, конечно, бывает критика ради критики. Вот, но просто тут надо уже терпеть. Работа у нас такая. Вы пересчитываете книги? И даже часто. Потому что в каждом возрасте, знаете, та или иная книга читается совсем по-другому. Ваш выбор – мороз или жара? Вы знаете, как человек, который многие годы руководил самым экстремальным городом мира, знаете, вот все-таки лучше жара. Вы считаете, идея клонирования мамонта реальной? Абсолютно. Вы знаете, я даже верю, что вот уже при жизни нашего поколения мамонты появятся. Как определить эффективность подчиненных? По конкретным результатам их деятельности. Знаете, у нас масса людей, которые занимаются перепиской между собой, так, и копят бумажные отчеты, вот, знаете, вот такой величины, да, и потом переносят их начальнику, показывают, какой мы эффективный, столько бумаг написали, столько, а конкретных результатов-то нет. Вот. От того, что ты много бумаг пишешь, это же не значит, что жизнь в республике или жизнь там, в городе, в районе улучшилась. Поэтому должны быть всегда конкретные результаты. Если на веренном твоем направлении жизнь людей улучшилась, как состояние предприятия улучшилось, то молодец. А если ничего этого нет, при всех красивых отчетах, значит все плохо. Так, климат Якутии плюс или минус? И почему? Вы знаете, я уверен, что это наш большой плюс. Мы должны научиться извлекать даже из того, что совсем недавно казалось большой бедой, да, свои плюсы. Ну, вот тот же мороз, о котором вы спросили, да, конечно, мы его не очень любим, так, но при правильной подаче как раз многие туристические продукты могут на этом основываться. И вот тот же проект «Полюс холода», который активно продвигает Амиконский район, я считаю, что он имеет все шансы при правильной поддержке со стороны руководства республики стать мировым брендом. Какой вид спорта любите смотреть больше всего? Ну, футбол люблю смотреть, люблю вольную борьбу смотреть. Как раз на следующей неделе. Да, кстати говоря, вот у нас же на следующей неделе будет юбилей нашего великого тренера Коркина, и его, посвящено его памяти, будет международный турнир наш очередной. Вы знаете, вот мне все борцы, все те, кто занимается вольной борьбой, все в один голос утверждают, что такого звездного состава участников ни на одном турнире, который проводился на территории Республики Саха-Якутия, никогда не было. Приедут, на самом деле, действующие чемпионы там, мира, Олимпийских игр, Европы, Азии, многие призеры Олимпийских игр, так, и причем не только там в одной и двух весовых категориях, а практически в каждой весовой категории. 31 страна будут у нас участвовать, и вот данные у меня еще трехдневной давности, по-моему, около 145 спортсменов, по-моему, заявлено уже. То есть я всех приглашаю, чтобы, в триумф на эти соревнования. Еще раз говорю, якутс такого уровня борьбы еще не видел. И на самом деле мечты же сбываются, почему мы, проводя такие турниры, через некоторое время не сможем претендовать на проведение здесь, например, чемпионата мира по вольной борьбе. Вот, уверен, что сегодня у нас как раз спортивная инфраструктура уже отвечает этим требованиям. Другой вопрос, что, конечно, может, не хватает там сопутствующих сервисов, типа гостиниц и так далее, но это дело очень быстро решаемое. А учитывая любовь нашего населения к вольной борьбе, проведение таких турниров в будущем нам позволит такие крупные соревнования проводить. Айсен Сергеевич, что вы делаете, когда ошибаетесь? Стараюсь исправить ошибки. Так, и еще один интересный вопрос. У нас очень многие любят охоту. Разделяете ли вы эту страсть? Абсолютно. Так, спасибо за ответы, Айсен Сергеевич. Поступило, на самом деле, очень много вопросов. И те вопросы, которые сегодня не попали в эфир, мы обязательно передадим Айсену Сергеевичу. Конечно. Ну что ж, наша прямая линия завершается. Это первая встреча в таком интересном формате. И хочется, чтобы в завершение вы подвели небольшие итоги, а также ответили на вопрос, который наверняка интересует многих якутян. Какой вы видите нашу республику через 10-15 лет? Знаете, вот сегодня прозвучало очень много вопросов, которые на самом деле волнуют жителей Якутии. Вот начиная от свежих проблем, таких как загрязнение реки Вилюй, заканчивая проблемами сноса аварийного жилья. Это те вопросы, которые волнуют десятки, сотни тысяч людей. И власть
не может стоять в стороне от этих вопросов, какие бы они трудные, тяжелые не были. И мы, конечно же, руководство республики должно эти вопросы обязательно не то, что просто слушать и слышать, да, оно обязано их решать. И уверен, что у нас все получится. Главное, нам надо консолидироваться. Вот я об этом постоянно людям говорю, что не надо разделяться по всяким мелочам, по всяким там несущественным вопросам. Нам надо все-таки искать всегда то, что нас объединяет. Вне зависимости от того, какой мы партии, какой национальности, какой профессии, какое вероисповедание. Так, мы все жители России, мы все жители Республики Саха-Якутия. Мы все хотим, чтобы люди здесь жили богато и счастливо. И вот для этого главное, на мой взгляд, это вот консолидация, это объединение для решения общих задач. Всегда, знаете, вот если искать то, что нас разъединяет, это всегда можно очень легко найти. Вот. Но главное найти то, что нас объединяет. Еще раз хочу сказать, что вот мы все живем в одном регионе. Мы все хотим, чтобы люди здесь жили счастливы и богаты, чтобы наши дети здесь жили, чтобы внуки наши здесь жили, и чтобы все у них было хорошо. На самом деле очень простые задачи, так, но вот, к сожалению, очень зачастую мы из-за каких-то там мелочей, несущественных каких-то вопросов начинаем воевать с друг другом, разделяться, там, ругаться и так далее, и мешать развитию. Вот это абсолютно не нужно делать. Мы, если в хорошем смысле будем едины, да, то мы реально, вот наша республика с ее ресурсами, с ее богатейшим человеческим капиталом способна реально, вот я в это искренне верю, реально способна стать одним из лидеров Российской Федерации. И, конечно же, через 10-15 лет я хочу видеть Якутию, в которой живут богатые и счастливые люди. Будем надеяться. Айсен Сергеевич, спасибо вам за этот интересный разговор. Спасибо. Да, действительно, спасибо большое, Айсен Сергеевич. Дорогие телезрители, а я напоминаю вам, что это была первый совместный прямой эфир НВК Саха и ГТРК Саха с исполняющим обязанности главы Республики Саха-Якутия Айсеном Сергеевичем Николаевым. До скорых встреч. Всего доброго. Отлично.